Наш эфир продолжит брифинг о работе паромов и речных перевозках. Предлагаем послушать. На сегодняшний день паромные переправы на центральной части Якутии, в Вилюйской группе районов, на реке Алдан, на реке Лена, на переправах в Алекминском районе, там, в Кангаласском районе, в Нижнем Бестяхе, Кангалас и Сотинцы полностью функционируют. Вчера запустили работу паромной переправы Кангалас и Сотинцы. Там из двух паромов на сегодняшний день работает один судно, и к концу недели еще дополнительное судно должно выйти. Что касается Якутск, Нижний Бестях, на сегодняшний день на перевозках задействовано 10 паромов, это 2 парома Ассоциация Ям и 8 паромов, это паромы Якутии, судовладельцев. На сегодняшний день флот наращивается. К концу недели ожидаем то, что дополнительно АЯМ выставит 2 единицы парома, и на следующей неделе еще 2 единицы парома Якутии, которые после ремонта должны тоже выйти на сегодняшний день. Мониторится постоянно, дежурство обеспечено, пользуется приложением парома Якутии, причальная обстановка там, и так далее, все наблюдается и можно мониторить за обстановкой. Что касается по открытию маломерных судов, на сегодняшний день сроки определены, приказ Министерства транспорта вышел. В центральной части Якутии это со 2 июня открытие для маломерных судов, которые эксплуатируются для некоммерческих целей. 2 июня ожидается. В 10 числах это по северным районам открытия, и 16 июня это по арктическим районам планируется тоже открытие обстановки. Что касается речных перевозок, на сегодняшний день в госпрограмме у нас предусмотрено 38 миллионов. Ведутся конкурсные торги, начиная с июня, 5-6 июня это будут подведены по малым рекам и по реке Вилюй, по реке Яна, по реке Лена, там участки есть, которые обслуживаются, реке Алдан. На сегодняшний день уже будет перераспределение средств, и в течение навигации будем пересматривать там и так далее по корректировке источников. С точки зрения организации перевозок, уже с июня уже начнутся перевозки. Это Якутск, Алекминск, Пеледуй, Витим и, например, Тикси, Якутск у нас предусмотрено выполнение 2 рейсов. В предыдущие годы было 6 рейсов. Эфир продолжает выпуск новостей. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях к этому часу. Строительство Ленского моста в самом разгаре. Специалисты трудятся над сборкой первого кофердама. Аграрии вышли на поле на 10 дней раньше. В акционерном обществе «Амгинский» идут посевные работы. Ну а во Владивостоке отгремел один из масштабных конкурсов красоты и таланта «Мисс Азия». Расскажем подробности. Строительство Ленского моста в самом разгаре. С октября прошлого года рабочие устроили 71 буронабивную сваю. Сейчас специалисты трудятся над сборкой первого кофердама. Стальная бочка высотой почти 18 и шириной 36 метров будет служить отпорой под пилон. Готовую конструкцию спустят в воду уже в июле. Технология наплавных кофердамов используется в России впервые. Строительство Ленского моста планируют завершить к 2028 году. Во время паводка на левой стороне работы не останавливались. Мы сделали подъездную дорогу в повышенных уровнях, что нам обеспечило без остановки выполнять работу по сборке кофердама. То есть тут работа не останавливалась. На правом берегу техника на период паводка или дохода была выведена из зоны потопления потенциально. На 2025 год у нас запланированы буровые работы на правом берегу полноценные и сборка кофердама на левой стороне полностью, и уже начало работ по возведению капитальной опоры. На полях акционерного общества «Амгинский» посевные работы подходят к завершению. Благодаря погодным условиям в этом году аграрии вышли на поле на 10 дней раньше. Всего под посевную площадь отведено 1680 гектаров. Из них ячмень сорта Тами, пшеница Туймада и овес Веленский. Семенное зерно у амгинцев свое с прошлогоднего урожая, поэтому ответственность, говорят, двойная. С начала года организованы предварительные мероприятия по подготовке к весенне-полевым работам. Техники и рабочих сил хватает. На поля вышли современные комплексы посевного гибридного типа, а также автомашины для подвоза зерна. Посев начали 20 мая, первые, пробные, и вроде нормально пошло. Общий план у нас по плану 1680 гектар. И в этом году тоже все районированные сорта. Пшеница Приленская, пшеница Туймада, ячмень Тамми и овес Веленский.
Ну, пшеницы у нас в этом году чуть поменьше мы посадили, а в основном ячмень и овес. Нынче работы прошли успешно, хорошо. Влагу задержали нормально, успели, можно сказать, все 100%. Закончили вот буквально часа 2 назад, ребята уже домой уехали. В селе Никольцы Намского Улуса открыли парту героя, посвященную участнику Великой Отечественной, кавалеру боевых орденов, летчику-истребителю Карелину Николаю Филипповичу. Николай Карелин – выпускник Никольской начальной школы. В 1940 году он был призван в ряды Красной Армии, а с 1943 года начал летать на боевом самолете-истребителе Як-9. Летчик-истребитель сопровождал бомбардировщиков и штурмовиков до цели и обратно, прикрывал их в районе боевых действий, наносил удары по войскам и технике противника на поле боя. Почетное право первой сесть за парту героя было предоставлено ученице 2 класса Карине Нератовой. В рамках межрегионального фестиваля «Читаем все» в Алекминске прошла презентация книги необычных авторов. Это отец и дочь Татьяна Валерьевна Емельянова и Валерий Михайлович Былков. Книга ценна не только подбором великолепных строк, но и патриотической направленностью. Именно тем, чего часто не хватает. Подробности у Елены Фаст. Мой добрый край, Алекминский раздор. Говорить о силе слова не стоит. Слово само за себя говорит, и ложатся строки следом за мыслью. Не каждому дан этот дар, но тому, кому он дан, нельзя молчать. Книга, авторами которой являются отец и дочь, уже стала достойным подарком. Это вашему отряду, вашу библиотеку. Начало заложено. Пожалуйста. Зал был наш сегодня полон. Мы читали стихи, мы рассказывали о содержании книги. И хочется отметить творчество отца и дочери, о том, как они искренне писали о любви к своей родине, о любви к людям. Сейчас они пишут, Татьяна Валерьевна сейчас пишет о бойцах специальной военной операции. Мама писала всегда, вспоминает дочь. В руках у нее семейная фотография. Дед, мама и внук Любови. Фотография это, да, у меня самая любимая, потому что это мой внучек, который увидел его вживую, пообщался со своим прапрадедом. Сейчас Кирилл в 6 классе учится, и все, что он написал одной строкой, книга очень интересна, читаю. В зале много юных лиц. Сейчас для них слово о войне не так далеко. Вновь сегодня на защите Родины сыны, мужья, отцы и братья. Татьяна Валерьевна и Валерий Михайлович – это люди, которые обладают вот таким вот даром донести до людей то, что их волнует. Действительно, это и любовь и к родному краю, любовь к природе. Конечно же, это и дань уважения нашим предкам и тем ребятам, которые погибли, защищая нашу Родину. Стихи о войне 40-х, участника Великой войны и его дочери, и ее же строки о ребятах, которые ушли сражаться в наши дни. Год защитника Отечества, год защитника Родины и 80-летие Победы, да, вышла в Алекминском районе такая вот книга «От победы к победе». Здесь, конечно, связующая нить. Данная книга очень легко читается. И здесь, история и про Великую Отечественную войну, и, конечно же, про ребят на специальной военной операции. Строки не оборваны. Говорят, скоро любителей слова ждет еще одна книга. Мама очень много идей. Сейчас она работает над новой книгой. Я думаю, что наши алекминчане ее уже осенью увидят. Елена Фаст, Алекминск. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции трагически погиб младший сержант, известный журналист НВК «Саха» Алексей Семенов с позывным НВК. Прощание состоится 29 мая в 10 часов в НВК «Саха» по адресу город Якутск, улица Орджоникидзе, дом 48. Похороны состоятся 31 мая на родном участке Трудовое, села Далыр, Верхневилюйского Улуса. Во Владивостоке отгремел один из самых масштабных конкурсов красоты и таланта «Мисс Азия». Подробности в материале Лианы Михайловой.
Организаторами конкурса красоты и таланта выступили студенты Якутское и Бурятское землячество. Подготовку к самому конкурсу ребята начали с самого начала года. Каждая неделя была полна событиями, начиная от набора организаторов, подготовки к первому кастингу до генеральных репетиций. А также была проведена большая работа со спонсорами мероприятия, творческими номерами и составлением целой программы. Каждый год знаменателен тем, что меняется концепт. Мы обновили вообще сам идею проекта, мы добавили благотворительную акцию. Также мы в этом году старались публично рассказывать о всех номинациях. У нас прошел интеллектуальный этап, где мы выясняли мисс эрудицию, мисс фитнес, и также все зрительские голосования проходили заранее, а также и на концерте. Во время концерта участниц поддерживали их близкие, друзья и родители. Ребята хорошенько подготовились, рисовали плакаты и надели командную атрибутику для поддержки. Помимо этого, прямо на концерте гостям провели интернет-розыгрыш призов от спонсоров, а также интернет-голосование за номинацию «Мисс зрительских симпатий». По словам Аяны, каждый организатор вложил в это мероприятие свою душу. Мы, организаторы, очень волновались над концертом, как он пройдет, в итоге, каким он получится. Мы воистину очень старались для того, чтобы никаких провалов, обломов не было. И я считаю, что концерт у нас получился просто шикарный. И я очень рад этому событию, что все закончилось, и могу вздохнуть с полной грудью. По итогам двухэтапного кастинга из более 50 человек в проект попали 9 девушек. Каждая участница представляла свою малую родину. Республика Бурятия, Республика Саха-Якутия, Монголия, Китай и Южная Корея. Каждая участница во время своего проекта проходила испытания: эрудиция, спорт и творчество. По итогам всех этапов выиграла участница из Южной Кореи Юн Мира. Если честно, я не ожидала, что займу Мисс Азию, и просто наслаждалась как-то концертом. Может быть, на тренировках я не так была хороша, но сейчас я прям просто вообще на концерте кайфовала, танцевала, просто радовалась. И была очень благодарна своей поддержке, что люди столько много... Это все было благодаря им, потому что одной я вообще не смогла бы это сделать. Поэтому спасибо большое всем, кто поддерживал меня. Каждой участнице также была присуждена номинация и подарены ценные призы от спонсоров конкурса. Лиана Михайлова, Владивосток. На этом пока все. Мы следим за развитием событий. До встречи в итоговом выпуске новостей.